Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. 15 августа в Абхазии отмечается День добровольца. 27 лет назад, 15 августа 1992 года, на второй день после начала Отечественной войны народа Абхазии, в Гудауту прибыла первая группа северокавказских добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым. Рядом с народом Абхазии, плечом к плечу за свободу Апсны воевали добровольцы из Северного Кавказа и Юга России, Южной Осетии и Приднестровья, представители нашей диаспоры из стран дальнего зарубежья. В Отечественной войне приняли участие более 2000 добровольцев. 51 из них удостоен звания Героя Абхазии, 247 награждены орденом Леона, 623 медалью за отвагу. Более 260 добровольцев погибли, защищая свободу Апсны. В Гудауте состоялась церемония возложения цветов к памятнику добровольцам, а затем во Дворце культуры прошло торжественное заседание, посвященное памятному дню. В мероприятии принял участие президент Рауль Хаджимба. В этот день в Гудауте встретились добровольцы из различных регионов Северного Кавказа и России в целом, пришедшие на помощь братскому народу в тяжелые годы Отечественной войны народа Абхазии. Репортаж Амелии Бисмарк. Нет ничего сильнее, чем дух, движимый добровольцем. Этому словосочетанию в истории есть множество подтверждений. Значимый вклад в победу народа Абхазии над грузинскими оккупантами внесли представители различных национальностей. Уже на второй день после начала Отечественной войны самые смелые из них были в Абхазии и принимали участие в борьбе нашего народа за свободу и независимость. Весть о несправедливой войне в августе 1992 года заставила этих людей покинуть свои семьи и отправиться в путь, чтобы бороться на стороне правды. Многие добровольцы сложили головы на абхазской земле, но те, кому удалось выжить, по традиции 15 августа приезжают в Абхазию, чтобы встретиться с боевыми братьями и почтить память погибших товарищей. Мы все приехали, многие из Грозного приехали, из других городов приехали. Вот он из Ставрополя, я из Москвы приехал. Вот, в общем, встретились все мы здесь. Знаете, какое настроение, когда резко встречаешься, эйфория, настроение, конечно, приподнятое. У каждого из добровольцев своя история, тяжелая, но победоносная. Я с Чечни. Когда я сюда попал, мне было где-то 24, по-моему. Все на помощь откликнулись. И я тоже не сдержался. Я тоже хотел помочь, чем смогу. Затем в Доме культуры Гудауты состоялось торжественное заседание, на котором выступил президент Рауль Хаджимба. Глава государства отметил значение добровольческого движения в Отечественной войне народа Абхазии и выразил благодарность добровольцам, пришедшим на помощь Абхазии в трудный момент. Уважаемые воины и добровольцы, уважаемые ветераны, исторически судьбы наших братских народов складывались таким образом, что когда над нами нависали угрозы, чувство единения, единокровного и духовного родства становилось самым надежным щитом от любой агрессии. И этот великий зов крови, неистребимого кавказского духа, мощно сработал, как и прежде, в августе 1992 года, когда на мирную абхазскую землю обрушилась большая беда. В защиту свободолюбивой Абхазии, вступившей в неравную схватку с грузинскими оккупационными войсками, встали все народы Северного Кавказа, многочисленные представители зарубежных диаспор, казаки Юга России, воины Приднестровской Молдавской Республики. Вы, дорогие наши братья, шли к нам тернистыми горными тропами, иными труднопреодолимыми путями, чтобы, встав рядом с нами, твердо заявить всему миру свое решительное «нет» грузинской агрессии. Письмо министра обороны Абхазии, адресованное представителям добровольческого движения, зачитал заместитель главы ведомства. Неоценим вклад добровольцев в национально-освободительное движение народа Абхазии в победу в Отечественной войне. Более 2000 добровольцев участвовали в священной борьбе нашего народа за свободу и независимость. Именно их братская помощь не позволила осуществить планам агрессора. 15 августа – торжественный и одновременно волнительный день для всех добровольцев. Это именно то время, когда сдерживать эмоции бывает сложно, отметил кавалер ордена Леона Вахид Керимов. Так же, как и в 92-3, всегда вместе с вами, с великим абхазским народом,
по-другому и не может быть никак. Больно говорить о товарищах, ведь многие из погибших были в самом расцвете сил. Юные и смелые, они пришли, чтобы выстоять и победить. Отсюда с города мы отвозили своих ребят, братьев, которые погибли. Поэтому я хочу сказать одно. Город Гудаута для наших ребят всегда был родным городом. Чтить память тех, кто сложил головы в Отечественной войне народа Абхазии, и с достоинством относиться к истинным героям современности – задача будущих поколений республики. Амелия Бисмарк, Алексей Агухава, Алексей Быструков, Абхазское телевидение. Решением Кабинета министров Абхазии отменены экспортные пошлины на позиции орех лесной в скорлупе и орех лесной очищенный от скорлупы. Соответствующее постановление подписал 15 августа премьер-министр Валерий Бганба. Сегодняшнее дня соответствующее поручение премьер-министра Республики Абхазия Бганга Валерия Рушоховичем будет дано, и поэтому мы приступаем к сбору данного уже ореха урожая фундука. При этом хотелось бы сказать, что в этом году на территории Республики Абхазия по данным Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия ожидаемый урожай составляет свыше 12 тысяч тонн. По поручению президента Республики Абхазия, а также с другими ведомствами и министерствами Республики Абхазия мы провели немалую работу по борьбе с коричневым мраморным клопом. Хотелось бы отметить, что и российская сторона нам оказала существенную помощь в предоставлении препаратов, ранцевых опрыскивателей. И сами крестьяне увидели, что с мраморным клопом можно бороться. И наша работа, которая была проведена и совместно с нашими крестьянами, ореховодами, вот мы получаем такую сегодня положительную динамику. Рауль Хаджимба принял участие в торжественной церемонии открытия Дворца культуры в Новом Афоне, который был полностью отремонтирован за счет средств республиканского бюджета. Подробности в следующем репортаже. Новый Афон – популярная и притягательная точка на карте Абхазии. Не менее интересны и сами жители города. Многие из них талантливы и известны по всей республике. Однако уже более 10 лет у новоафонцев не было площадки, где они могли бы рассказывать о своих достижениях, демонстрировать успехи и делиться хорошим настроением. Сегодня такая возможность появилась благодаря окончанию ремонта в здании местного дома культуры. В первую очередь обновленное здание предназначено для организации культурного досуга молодого поколения. Поэтому и перерезать красную ленточку вместе с главой администрации Нового Афона пригласили самых маленьких горожан. Маречка, давай порежь. Помогите ей. Столь важное для новоафонцев мероприятие посетили и представители руководства страны во главе с президентом Раулем Хаджимба. Свою признательность высоким гостям выразил Феликс Даутия. концертка химию пагос, сосчокак бзило шабитха рахпарат яхагос. И тому бидут на ашас хостов. В Новом Афоне немало творческих коллективов и кружков. Для их полноценной работы было необходимо соответствующее помещение. За неимением подобной возможности занятия и репетиции обычно организовывали на базе местной средней школы. Ребята собирались в актовом зале учебного заведения или же в других свободных местах, которые предоставляли неравнодушные к проблемам детей взрослые. На сегодняшний день у нас прекрасный дворец культуры, в котором эти коллективы, которые уже есть, соответственно, будут здесь репетировать и выступать. Плюс мы будем собирать еще другие вокальные, творческие различные объединения. Кроме зала, на базе объекта будет размещаться городская библиотека и секции для местных интеллектуалов. В день открытия на новую сцену вышли юные артисты. На удивление, столь серьезная публика в зале пришла в восторг от искусно выстроенной детской постановки. Амелия Бисмарк, Алексей Агухава, Алексей Быструков, Абхазское телевидение. В Сухумской городской детской поликлинике при поддержке детского фонда ЮНИСЕФ открылся кабинет здорового ребенка. Помимо консультативной работы с родителями, кабинет будет выполнять роль организационно-методического ресурсного центра по проведению образовательной работы среди медицинских работников по вопросам охраны здоровья детей раннего возраста. Репортаж Гугут Савардания.
Кабинет здорового ребенка, открывшийся в детской поликлинике, оснащен необходимым инвентарем и учебными пособиями для организации консультативной работы с родителями по вопросам развития, воспитания и ухода за ребенком. Теперь участковые врачи-педиатры имеют возможность проводить в поликлинике занятия с родителями на тему питания, проведения массажа и гимнастики малышам от самого рождения, а также профилактики заболеваний и несчастных случаев. Это кабинет, который позволяет ближе работать с молодыми мамами, с родителями. Здесь мы показываем, как ухаживать за ребенком, особенно за новорожденным, как осуществлять питание, техника грудного вскармливания, как готовить прикорм. Вот здесь у нас наглядно есть и все условия для того, чтобы показать маме, как готовится первый прикорм, сколько его надо давать, какая должна быть густота этой смеси. Тут очень много нюансов. И вообще, когда рождается ребенок, у родителей возникает масса вопросов. Причем бывают и проблемы и психологического плана. Вот здесь, в этой уютной обстановке, все эти проблемы можно решить, выслушать все вопросы мам и пап. Мы приглашаем всех, да, всю семью. ЮНИСЕФ не первый год сотрудничает с поликлиниками столицы. Так, в ноябре прошлого года в здании Сухумской женской консультации при родильном отделении Республиканской больницы при поддержке организации была открыта школа будущих матерей. Глава Сухумского офиса ЮНИСЕФ отмечает, что здоровье детей является самым важным аспектом в их деятельности. Я думаю, что это очень важно, потому что здоровье детей – это самый известный, самый важный вопрос. Я очень рад еще раз, что мы здесь. В кабинете здорового ребенка теперь можно будет распознать отставание малыша не только в психическом, но и моторном развитии. Для этого здесь постоянный прием будет вести специалист-педиатр. Кроме того, в поликлинике будут организовываться тренинги и семинары для повышения квалификации сотрудников. Гугут Савардани, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. В 23 из 27 сел Ачимчирского района успешно осуществляют функции охраны здоровья сельского населения фельдшерско-акушерские пункты. Медработники, проживающие в селе, ведут амбулаторный прием, выполняют назначения докторов, которые получают пациенты. Это происходит как в амбулатории, так и по вызову на дом. Кроме того, фельдшеры ставят на учет беременных женщин, проводят с ними специальные семинарские занятия по уходу за младенцами. Один из самых востребованных жителями фельдшерско-акушерских пунктов района находится в селе Аракич. Медпункт здесь расположен в специально отведенном здании, где есть все необходимое и все необходимые условия для работы фельдшера. Как отметила главврач Ачимчирского центральной районной больницы Мадонна Кишмария, фельдшерские пункты находятся на дотации районной администрации. Существенно помогает Министерство здравоохранения, периодически выделяя лекарства, чтобы в пунктах всегда были препараты для оказания неотложной медицинской помощи. Фельдшерские пункты снабжаются, но они находятся на дотации у района, так же, как и Центральная районная больница. Из бюджетных денег мы приобретаем медикаменты, которые предоставляем на ФАП. Кроме того, их подпитывает Минздрав, периодически выделяет определенное количество медикаментов для того, чтобы на пункте были препараты для неотложной помощи. И мы закупаем из бюджетных денег препараты и тоже раздаем по ФАПам. Для оказания неотложной помощи, можно сказать, у них есть все. В том числе перевязочные материалы. Если случаются какие-то травмы, первую помощь они могут предоставить пациенту. Мы по линии Минздрава получаем вакцины и проводим вот именно руками наших фельдшеров вакцинопрофилактику детского населения. Абхазское телевидение продолжает дополнительные прямые эфиры с кандидатами в президенты и вице-президенты Абхазии. Сегодня в 21 час начнется прямой эфир с кандидатом в президенты Раулем Хаджимба. Затем, согласно жеребьевке Центра избиркома, для показа телефильма эфирное время предоставлено кандидату в президенты Астамуру Тарба. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Днем без осадков, к вечеру возможен дождь. Местами дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 27-32 тепла. Температура моря плюс 26.
На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.